Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Наступает 21 февраля новый Тувинский год, который называется Шага. Шах – это время, а это молоко. Или белое месяц называется. Шага дословно переводится с монгольского языка Сагаансар или белый месяц. И нужно запомнить, что белый месяц наступает 21 февраля. Это когда по лунному календарю наступает первый день Нового года. И до 21 февраля называется Пюдүй Шагазы, что означает канун Нового года. До Шага – это с января месяца и до 21 февраля. Каждый человек, он подготавливается к Новому году. Он очищает пространство, очищает свой дом, смывает все грязное, что накопилось за один год. Он отряхивает одежду и подготавливает самую вкусную еду, белую пищу. А также хозяйки дома, они проводят ревизию своей кухни, чтобы убрать размоленную посуду, посуду разбитую и ненужную посуду. И тогда с этой посудой, с грязными вещами, с грязью уходят негативные энергии, эмоции, которые застряли в нашем уме. И до Нового года, до Шага, 21 февраля, желательно проводить время в осмыслении прожитой жизни. За один год мы услышали много негатива, услышали неприятных вещей, были конфликты, ссоры между членами семьи, либо с близкими людьми, с друзьями. И этот месяц нужен для того, чтобы переосмыслить и обновить свои мысли. Это очистить нужно свое душевное состояние и забыть все, что произошло в прошлом времени, потому что, как говорится, нету прошлого и нету будущего, есть только миг и то мгновение, в котором мы вдыхаем и выдыхаем. И вот этот маленький миг – это является жизнью. И когда прерывается дыхание, и когда мы не можем сделать вдох, это значит, что заканчивается человеческая жизнь. И постоянное осмысление о смерти и непостоянстве является самой главной темой в буддизме. И даже когда мы засыпаем, это тоже обновление, и наш организм, он обязан зарядиться новой энергией. И в процессе сна происходит вот эта зарядка энергии, и человек получает новую энергию, и с каждым новым днем он проживает новую жизнь. И помимо ежедневного перехода от сна, когда мы просыпаемся, мы делаем мы вступаем в новую жизнь, в новый день. И когда мы говорим о цикличности года, то год, он тоже приходит и уходит. Новый год мы встречаем, а старый провожаем. И мы провожаем все свои старые мысли. И вот этот месяц, он является подготовительным месяцем. И чтобы подготовиться к этому месяцу, особенно женщины, выполняя свои женские роли и функции, как хранительница домашнего очага, она должна подготовить все необходимые приготовления. Это слепить пельмени, пузы, пожарить порзаки, приготовить белую еду и приготовить белый чай, молочный чай. И
Все эти подготовительные работы нужны для того, чтобы еще раз сплотиться с членами семьи и слепить как можно больше мантов или пузы. И говорят, пузы лучше варить закрытыми, и до Нового года их держать в закрытом кастрюле с крышкой. И когда наступит Новый год, мы будем вкушать новую еду и новую пищу с новыми мыслями. Вот так встречают Новый год шагом, и тувинцы подготавливаются к Новому году очень тщательно. И 19 февраля в храмах, буддийских храмах нашей республики будет проведен обряд Тукжуба. И он обычно проводится после обеда. И в течение дня 19 февраля вы можете принести из муки, из тувинской муки, из талгана сделать форму. И все те мысли, которые вы направите в эту форму из талгана, вы можете таким образом оставить все свои болезни, впечатления в этот форму и отнести в хуре. И потом уже ламы, учителя, они соберут эти фигурки и будут проводить огненный ритуал, будут разжигать костер, и там будут сжигать все ваши теста, эти формы, которые сделаны из теста. Далее 20 февраля с 10 часов вечера до 5 утра будет проведен молебен в Денте, в Буямбадыргы, в Арценте на Ислал, в буддийских храмах, как Сечерлинг, это в центре, рядом с национальным парком, в таком храме, как Дамба Прайбулинг, это на верхней трассе, называют как Сюдхелхурей. Далее это Ганденпелинг, этот храм находится, когда мы заезжаем на 13-й дачи, это левый берег. Также в таком храме, как Дашепанделин, в этих храмах в течение всей ночи будут начитывать восхваление Палдын Хамо и будут приглашать защитников учения, чтобы мы получили защиту на целый год от Палдын Хамо. И говорят, что монахи, они в комнате проводили такие эксперименты, они посыпали рис или муку, чтобы проверить, спускается ли Палдын Хамо. И на самом деле Палдын Хамо оставляет следы в эту ночь. И бывают случаи, когда человек, когда подносит подношения, иногда эти подношения не оставлялись на кунгурва, алтарной части. Это знак того, что Палдын Хамо реально спускается и дарует благословение именно тем, кто не спит всю ночь. И на самом деле это является редким случаем, когда можно послушать молебны в течение всей ночи в общественных местах и в храмах. Но бывают те, которые предпочитают отдохнуть в это время, и в силу своего организма, здоровья, возраста, конечно, можно отдохнуть. И, конечно, самое главное — встретить Новый год с рассветом, с новой зарей, с новым солнцем, когда мы будем видеть новый свет первых лучей солнца. В это время зажигают сан. Сан — это обряд, связанный с подношением пищи, где подносят артыш, можжевельники и талган. Это белую пищу. Это основные ингредиенты, они возжигаются на возвышенных местах. И в Туве у нас в республике будут проводить обряд мужчины, они будут подниматься на возвышенности. У нас, например, в городе Кызыле это гора Доге, и будут подносить явство дымом, потому что духи земли, они впитывают этот дар через более тонкие материи, как подношением дымом, и этим вкусным дымом духи земли будут радоваться и
Далее, все, что человек задумал, именно в утреннее время духи земли будут одаривать и исполнять их желания. И с такой верой каждый человек, он просыпается, и женщины, матери, бабушки, самые главные участники в доме, они наливают белый напиток и тоскараком начинают преподносить это молоко в разные стороны, начитывая благопожелания, начитывая самые добрые слова. И, конечно, до Нового года нужно надеть самые красивые одеяния и украшения, чтобы отблагодарить всех Будд, Бодхисаттв, защитников учения, защитников духов разных местностей, тем, что они подарили нам то обновление, ту чистоту, и чтобы эта чистота, она продлилась в течение всего года. И наступает год кролика, и этот год он будет очень хорошим, мягким, добрым. И говорят, вот последний месяц до Нового года, этот год тоже является очень таким твердым. Происходят разные катаклизмы в природе. Недавно, 6 февраля, прошло землетрясение в Турции, в Сирии, погибло более 17 тысяч человек. И эти предсказания, они были сделаны с учеными. И на самом деле нужно верить в то, что есть более высокого класса существа, что есть природа, и природа, она является живой. И когда мы находим тесные связи с природой, с живыми существами, мы будем жить в гармонии, мы будем чувствовать природу и ту отдачу, которую природа нам наносит. И эти природные стихии, они дают нам знак о том, что природа тоже живое существо, и нужно правильно относиться ко всему. Нужно правильно думать и посылать свои мысли, потому что человеческие мысли, они очень сильны. И когда мы будем эти мысли направлять с бодхичиттой, с мыслями о принесении пользы живым существам, принесении пользы природе, и мы, зная, что мы не должны наносить вред друг другу, именно вот эти посылы, эти мотивации, эти мысли, они будут гармонизировать не только природу, но и всех людей между собой, между членами семьи. И эту концепцию, эту науку знали наши предки, тувинцы. Испокон веков они бережно относились к природе, они правильно одаривали сангом, делали обряды санг. Это все является очень правильным отношением, выражая правильное отношение к природе. Природа, она обновляется, она трансформируется, приходят разные сезоны, разные годы, времена, года, все меняется. И мы должны знать, что когда все меняется, самое важное, нам не нужно чрезмерно привязываться к самому себе, к своему телу, к благам. И когда-то наступает конец или наступает такой момент, когда все заканчивается, мы должны об этом всегда памятовать и знать. И это концепция буддизма, что все непостоянно, что все движется, что все меняется, и время не стоит на одном месте. И самое страшное — это потерять время. И за это время мы могли бы сделать очень многое. За один миг мы могли бы помочь очень многим людям. И каждое время, каждую минутку, миг нужно правильно осознавать эту жизнь и получать радость, успокоение и мир в своем сердце. Спасибо вам большое, до свидания.